кавалеру орденов Ленина и Трудового Красного Знамени, народному артисту Российской Федерации, основоположнику советской цирковой джигитовки, артисту, чье имя носит труппа осетинских наездников, Алибеку Кантемирову. Мы ездим по всему Союзу. Где-то бывает зритель теплый, где-то бывает холодный. Не везде бывает большой, громадный успех. Успех бывает везде, но он как-то бывает разнообразный. Слишком большой успех или где-то успех, но он такой сдержанный. Но когда мы приезжаем в Осетию, мы чувствуем, что зритель видел нас, он нас знает, и каждое новое наше достижение он уже отмечает. Это самый главный критерий наш. Мы вот по нашему зрителю, бываем как 3-4 года раз, 5 лет. Вот мы сейчас не были уже 5 лет в Осетии.
хочу сказать о том, как мы подбираем этих партнеров. Во-первых, мы подбираем всегда это в Осетии. Тем более, что труппа осетинская мы обязаны подбирать кадры в Осетии. В основном это молодежь из самодеятельности детской. Ну, в связи с тем, что моложе 12-11 лет мы не можем брать, мы берем таких ребят. И во Дворце пионеров, и в школьной самодеятельности, по селам разъезжаем, чтобы подобрать таких настоящих, которые перспективные, в которых мы видим, что это что-то будет на будущее. И, видимо, вот наше чутье, наша школа дает такую возможность создать из них настоящих джигитов, которые могут в любое время пойти и создать свою такую же труппу. То есть настолько они знают нашу школу, нашу систему, и выездки, и подготовки учеников, что они могут быть такими же руководителями, как и мы. И мы, конечно, обязаны всем этим нашему отцу, который нам это передал. Вот у нашего старшего брата Хасанбека своя труппа. Ну, я перенял от отца вот то, что он передал мне, и эту труппу. В начале века выехала арба Кантемировых на цирковой манеж. В 1927 году Алибек, одним из первых артистов советского цирка, совершает триумфальные гастроли по Западной Европе. Время неумолимо. Многое из того, чему восторгались зрители 20-х и 30-х годов, выглядит сегодня несколько смешным и наивным. В начале века выехала арба Кантемировых на манеже цирка. Шли годы. Вспыхивали и гасли цирковые сенсации. Старились номера. Сменялась мода. Сегодня, во времена космической авиации, атомной энергетики и телевидения, трудно поверить, что труппа «Алибек» начинала свой путь во времена первых автомобилей и самолетов, на заре радио и кинематографа. Но так же, как и 40,
50, 60, 70 лет тому назад сотни, тысячи, десятки тысяч зрителей аплодируют искусству осетинских наездников. Древнейшему искусству общения человека и коня. Ну вот говоря о том, что мы относимся к лошадям так же, как к своим партнерам, мы можем вспомнить о фильме «Смелые люди». Это впервые в советском кино решили создать вот эти подсечки, когда лошадь вместе со всадником идет кульбитом через голову, и никто не знал секрета этого дела. И когда мы подписывали договор, то там было указано о том, что мы имеем право при экспериментах погубить 8 лошадей. Но это было, конечно, жестоко с нашей стороны. И отец, подписывая договор, сказал: я вам сохраню всех 8 лошадей. И мы сохранили всех лошадей. Но после этого было очень много приглашений. Тут можно сказать и атаман Кодор, и Джура, и лично известен, и потом еще и наши дружественные республики. И Югославия снимал Олег Адундич с участием наших учеников. И «Исход», монгольский фильм. И Искандербек с Албанией совместно снимался. Много-много фильмов. И «Оптимистическая трагедия». Было очень много фильмов. Это более 50 фильмов, где снимались мы, наши ученики. И вот именно во всех этих фильмах была какая-то задача показать вот такое отношение человека к лошади. Не только так, лишь бы сделать трюк ради трюка, а именно вот такое партнерское отношение, дружественное, что всадник и лошадь – это два друга, это одно единое. И также всадник заботился об этой лошади, чтобы она именно сохранилась, исполняя вот этот эпизод какой-то в фильме. Там уже стали валить по 4 лошади в тачанках, все это. И всюду была вот именно такая забота, чтобы лошадь сохранилась. У нас всегда была одна забота – сохранить и лошадь, и себя, чтобы этот контакт был все время, на протяжении всей деятельности, как в цирке, так и в кино. Буян, который в «Смелых людях», это был мой второй партнер по работе, которого я мог завести на 5-й этаж, отмечая юбилей Яншина, которого я мог повести по всем жанрам циркового конного искусства. Он был и в высшей школе у меня, и в джигитовке, и в вольтижировке, и в дрессуре. То есть была незаменимая лошадь. И я вот сколько знаю и дрессировщиков, и наездников, видимо, второй такой лошади я еще и не помню. Хоть я уже и 40 с лишним лет в цирке. Вот этот Буян, конечно, запомнился. Последний снимок с Буяном. Прощай, друг.
Ну, есть очень много способных лошадей. Но я не помню случая, чтобы мы взяли лошадь, и чтобы она не пошла никуда. Такого случая не было. Видимо, это вот долголетний такой опыт, переданный отцом. Он настолько знал хорошо лошадь, своего друга, партнера, что он и нам это передал. Что мы берем лошадь, и мы знаем, что эта лошадь именно будет то, что нужно для цирка. И внешний ее эффект, ее экстерьерные данные, ее прочность на ногах в нашем маленьком 13-метровом манеже с ее резкими поворотами, все, чтобы она была и физически здорова, и внешние данные. Только выехала лошадь в манеж, уже зритель говорит: ах, какая красивая лошадь. Первые шаги нелегкой актерской дороги. Азы циркового искусства. Бравушки, молодец. Ой, хорошо, браво. Так учится на артиста конь. Мне хочется сказать, что в нашей работе главное это репетиция. И поэтому мы по нашим установившимся традициям, которые установил наш отец в протяжении вот своих 65 лет в цирке, он главное внимание уделял этой репетиции. В чем заключалась эта репетиция? В первую очередь это была основная и всесторонняя разминка и артиста, и лошади. Эта разминка была и гимнастикой, и для лошади, и для человека. За полчаса до репетиции вся труппа собирается и разминается. После этого только мы садимся на лошадь и уже разминаем лошадь. У нас манеж 13 метров. Мы разминаем лошадь на 10 и на 6 метрах окружности, чтобы лошадь была более гибкая. Когда она разминается утром в репетиции в такой окружности, то вечером ей гораздо легче работать на 13-метровом манеже. Каждый джигит у нас отвечает за свою лошадь. Каждый джигит знает свою лошадь как следует. Мы каждому джигиту доверяем ее воспитание, ее выездку. И вот поэтому у нас выходят из труппы такие партнеры, как Юра Мерденов, который создал свою группу, Георгий Токаев, первый ученик отца наш, Михаил Николаевич Туганов, которого уже нет, но который тоже много сделал в нашем цирковом жанре, в конном. Вот и отношение самое главное, вот к лошади, как к своему равноправному партнеру, товарищу по работе, видимо, это оправдано. Хорошо, есть, нет. Хорошо, браво. Сёма. Есть. Хорошо, есть. Да. Браво, молодец. Ой, хорошо. Ирбек Алибекович Кантемиров впервые выступил на манеже в 1936 году. С тех пор более 40 лет каждый день репетиции.
А это как не надо делать. Качок вместе ноги. Раз. Одна нога вверх. Туда. Туда. Раз. Пошел. Туго. Я пойду. Это мальчи дала! Давай! Иди сюда, ко мне. Иди сюда, молодец. Сел еще раз. Пресса нет. Вот поэтому. Раз. Вперед смотреть. Пресс закрепил. Закрепил пресс. Я ему подам, и тебе подам. Туго! За проходом против пробежал. Руки, поработал, без закрепил. Все. Не бросай еще. Садись, будешь, и давай еще правильно. Садись. Туда, приготовились, поехали, встали быстро, не водитесь. Потолок, сильно не прогибайся, Альберт. Сильно не прогибайся, выровнялся. Ого. Выступление — это праздник, звездный час артистов. Но ведут к этому часу дни, месяцы, годы, каждодневной и напряженной работы. Работы и работы. Вот так, палец большой прижми. Сел мягко. Носок колена руки. Короче. Носок колена. Прямая нога сзади. Вот здесь колено проверь. Когда ступишь на гвоздение, носок колена проверяй. Поднимай, начинай. Вот так. В начале века выехал арба Кантемировых на манеж цирка. С тех пор в труппе сменился не один состав, и не один десяток учеников начал свой самостоятельный путь. Ушел из жизни создатель, бессменный руководитель труппы в течение 65 лет Алибек Кантемиров. Но по-прежнему молодой остается труппа Алибек. Потому что где бы ни выступали артисты, всюду несут они с собой частицу своих родных гор, частицу своего народа, частицу Осетии. За многолетнюю плодотворную работу, за большой вклад в развитие национального искусства труппе осетинских джигитов «Алибек» под руководством и при участии заслуженного артиста Российской Федерации и Северной Осетии Ирбека Кантемирова присуждена республиканская премия имени основоположника осетинской литературы, поэта и мыслителя Коста Пятагорова.
семья артиста цирка. Бесчисленные гастроли, новые города, страны и континенты. И везде надо наладить быт и создать уют. Цирк — второй дом, где бы ни выступал артист. Звезды завода и звезды полей, звезды науки и звезды искусства. У этой дороги не будет конца. Я и краше, чем звезды вселенной, наши сердца. Каким бы он ни был, большим или маленьким, цирковой коллектив как одна дружная семья. И это не просто фраза. Все без исключения джигиты труппы «Алибек», ее ученики и воспитанники. Все они прошли школу Кантемирова. Вам привет от гор Осетии, прославленная труппа «Алибек». История цирка знает мало артистов, которым бы успех сопутствовал от первого и до самого последнего выступления. Алибеку Кантемирову творческая удача сопутствовала все 65 лет работы в манеже. Найдется ли в мире еще хоть один артист цирка, который бы в 90 лет, не только бы руководил номером, но и сам выезжал в манеж на коне? Последний раз Алибек выступал в день своего 90-летия. Он был добрым человеком и потому крайне требовательным к тем, кого любил. Не все могли понять и ценить это.
Алибек воспитал более 250 учеников и сумел передать сыновьям своим дело всей своей жизни. Он прожил счастливую жизнь. Огонь неудач и поражений не смог опалить его волю. Вода славословия и похвал не размягчила его сердце. Медные трубы славы не заглушили в его душе скромности и доброты горца. На афишах цирка по-прежнему стоит имя Алибек. И как 30, 50, 70 лет тому назад этому имени аплодируют новые поколения зрителей. Сегодня и каждый день. Этот традиционный анонс уже редко появляется на афишах. Но в жизни и делах артистов цирка он по-прежнему как непреложный закон и правило. Последует ли этому Майрбек Кантемиров, младший внук прославленного Алибека?